направление социальной политики государства – это социальная защита населения, которая заключается в поддержке социального положения всех членов общества. Социальная защита населения – тема сегодняшней передачи. И в центре внимания предвыборные обещания политиков, данные 2 года назад. Здравствуйте! Вы смотрите постэлекторальные дебаты. И предлагаю вернуться в осень 2014 года. Итак, смотрим сюжет. Молдова без бедности. Создадим рабочие места. Остановим миграцию людей. Вернем наших сограждан домой. Пенсии повысим. Цены на услуги понизим. И много других обещаний, которые давали кандидаты в своих предвыборных программах в 2014 году. Прошло 1,5 года. И сегодня мы хотим вернуться на некоторое время назад, дабы напомнить политикам о том, что они обещали людям. Мир, благополучие, рабочие места, светлая жизнь наших детей. Вот что значит европейское будущее для нашей страны. Все обещали до сих пор, а мы вам скажем, как это можно сделать для того, чтобы действительно наши дети были благодарны, чтобы мы с вами жили так, как живут те, которые сегодня, только часть этих людей живут. А мы на самом деле имеем очень много проблем. Сегодня для Гагаузии не надо много. В Гагаузии должна быть власть, которая, здесь местная региональная власть, которая наладит нормальный конструктивный диалог с центральными властями. Гагаузы должны быть представлены в органах власти. Гагаузы должны сидеть в парламенте, гагаузы должны быть в дипломатических структурах. И это то, что предлагает сегодня Демократическая партия. Мы добьемся пересмотра кабального соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Мы вернемся к стратегическому партнерству с Россией. Мы проведем референдум о вступлении Молдовы в таможенный союз. Мы добьемся того, чтобы граждане Молдовы чувствовали себя защищенными, где бы они ни работали. Мы сделаем это. Партия коммунистов Республики Молдова. Беспроцентный кредит на покупку квартиры. Государственная программа поддержки материнства. За рождение первого ребенка 15 тысяч леев, второго 30 тысяч леев, третьего и последующих 50 тысяч леев. Государство полностью обеспечит финансирование лечения бесплодия. Полноценная семья. Счастливая Молдова. Проверь. И люди поверили, но больше всего доверились партии социалистов Молдовы и ее лидеру Игорю Додону, особенно в Гагаузии, где избиратели отдали за эту партию 35 706 голосов. 7753 голоса было отдано за партию коммунистов. 6469 голосов набрала Демократическая партия Молдовы. Голосуя за эти партии, избиратели надеялись на изменения в стране и улучшение жизни в социальной сфере. Произошли ли эти изменения? Вопрос остается открытым. Политики обещают, а люди терпеливо ждут. Что сделано за эти 1,5 года? Если нет, то почему? На эти и другие вопросы мы с нашими участниками в центральной студии канала Регионал и в студии телекомпании АТВ постараемся найти ответы. Итак, у нас в студии Прасковья Караиван, начальник территориальной кассы социального страхования в Камрате, и Дмитрий Манол, член Демократической партии Молдовы в Камрате. Здравствуйте, уважаемые участники. В Кишиневе чуть позже мы свяжемся с нашими участниками Владимир Односталко от партии социалистов Молдовы и Елена Бондаренко от Коммунистической партии Республики Молдова. Чуть позже мы свяжемся и с нашими участниками в центральной студии, а пока мы побеседуем у нас в Камрадской студии. Итак, я бы хотела задать свой первый вопрос члену Демократической партии, да, господину Манол. Скажите, пожалуйста, вот из тех обещаний, которые были даны в 2014 году вот вашей партии, что было сделано вот за эти 1,5 года? Значит, я хочу сказать, что из тех обещаний, которые были даны Демократической партии, во-первых, только последние полгода Демократическая партия находится реально у власти, да? Они в альянсе делили, но сейчас как бы превалирует Демократическая партия, значит, назначен премьер-министр, и мы видим конкретные изменения. Значит, было повышение пенсии, было понижение цены на газ, на электроэнергию. Идет еще одно, читаю в соцсетях, что будет понижение на электроэнергию. Значит, государство начало поворачиваться лицом к людям. В нашей Гагаузии конкретно, значит, я хочу сказать, что как мы отдали позиции Демократической партии в Гагаузии
социалистам, мы видим и конкретные изменения. Особенно это видно в городе Камрад. Камрад наш 2 года назад развивался самыми бурными темпами не только юга Молдовы, но, скорее всего, что и Молдавии. А сейчас мы видим, как пошло отставание. Мы видим, как начинает Чимишле становиться красивее, чем город Камрад. Мне за это обидно, конечно. Как, вот вы как представитель, да, Демократической партии в регионе, вот из ваших программ, вот конкретно в регионе что-то делается? Ну, оно делается на государственном уровне, потому что в Гагаузии у нас нет представительства Демократической партии в совете, муниципальном совете города Камрад. У нас всего 2 представителя, это Виктор Николаевич Волков и я. Вы сегодня у нас представляете и советника города? Да, и советника города. Партии. Значит, у нас социалисты и нашисты, как их называют. Понятно. Скажите, вот очень много говорилось об открытии рабочих мест. Вот что делается в этом плане? Сколько рабочих мест открылось в Гагаузии, скажем так? При содействии, скажем, вашей партии? У меня статистики такой нет, скажем. Я знаю, что было обещано партией социалистов и, скажем, Демократическая партия это работает на республиканском уровне, а у нас в Гагаузии работает партия социалистов, да? И даже мне вот соседи останавливались, люди все помнят. Даже говорят, партии социалистов у нас тоже есть вопросы, поэтому чуть и позже они мы об этом говорят, тоже что поговорим. вот обещали при избрании Ирины Федоровны, что пророссийской, что у нас за первые 5 месяцев будет 1 заводов. Ни одного завода я не вижу. Обещали белорусский тракторный завод в Тамае, тоже не вижу. И то есть сказать о том, что больше, открылись у нас рабочие места, мы не можем. Я больше, что они, по-моему, даже сокращены. Ну, сокращения идут по всей республике. Оптимизация идет. Знаете, я скажу так, что и в России, и в Европе, и тем более в маленькой Молдове, и в Турции идет спад. Да, понятно. Спасибо. Госпожа Караиван, скажите, пожалуйста, вот какая государственная политика, государственная социальная поддержка предоставляется на сегодняшний день социально уязвимым слоям населения, скажем, тем людям, которые не могут себе обеспечить доход в силу разных там причин? Ну, социальная защита своих граждан была одной из приоритетных задач правительства и в целом государства. Есть ряд программ, которые работают по поддержке малоимущих слоев населения. В тот период, когда человек, допустим, наступает старость или временная нетрудоспособность, болезнь или там безработица, эти все программы работают как через бюджет государственного социального страхования, выплаты идут, так и действуют через социальную поддержку, через социальные службы, ассистенты и обслуживание на дому. Но в лучшую сторону есть поддержка? Повышение, допустим? Единственное, что мы в этом году с 1 апреля провели индексацию пенсии, что касается увеличения пенсий. Других как бы кардинальных изменений в выплате каких-то новых пособий нет. У нас есть и сегодня выплачивается пособие по поддержке малоимущих семей, у кого доход не превышает, и выплата разных других выплат, которые хоть как-то поддерживают население в трудную минуту. Ну вот мы видели красивые ролики, да, красивые обещания. Вот скажите, какие пособия молодым семьям могут выдаваться при рождении ребенка и по уходу за своими детьми? Вот если можете привести какие-то конкретные цифры, вот что выплачивается? Ну, через бюджет социального страхования мы сегодня выплачиваем пособие единовременное на рождение детей в семье. На первого ребенка 300, а на второго и каждого последующего ребенка 3400. Это единовременные выплаты. Потом начинаем выплату ежемесячную по уходу за ребенком, по воспитанию. Для работающих мамочек мы выплачиваем пособие в размере 30% от среднемесячного заработка. Для неработающих мамочек мы платим сумму фиксированную в 440 ежемесячно. Это на сегодня основные выплаты по поддержке семей с детьми. А на сколько процентов и для каких категорий людей повысилась пенсия, скажем, с 2014 года?
Это единственная индексация была, которую мы провели вот с 1 апреля текущего года. 2016 года уже, да? 16. Но дело в том, что закон об индексации пенсии, он издан давно, еще в марте ежегодно 2003 повышается. года. И этот закон, он ежегодно, мы его исполняем вовремя, все. И вот в 2016 году повышение пенсии было на 10,1%. Процент этот зависит от инфляции, которая в государстве образовалась за предыдущий год, но высчитывается То есть по этот закон работает результатам на руку предыдущего. кандидатам, да? Они и так знают, что каждый год повышение чуть-чуть, но будет. Но это закон, он обратной силы не имеет, поэтому мы его исполняем. На уровне парламента принято и все. Да, он Есть. принят давно, и вот, говорю, уже столько лет мы постепенно, но мало, но есть кое-что есть для повышения доходов граждан, которые, ну, в степени риска, так скажем. Ну, а вот еще раз вернусь к своему вопросу. При рождении ребенка, что конкретно получают наши мамочки молодые? Единовременное на рождение ребенка первого в семье 3100, второй ребенок и каждый последующий 3400. 3-400 Эти это суммы максимум. выплачиваются всем без выбора категории работающая семья, неработающая семья. Она едина для всех. Спасибо. Сегодня мы говорим о социальной защите населения. Обещаний было дано на эту тему очень много. Практически все партии об этом говорили. Например, партия социалистов заявляла, что при рождении первого ребенка выделит молодой маме 15 тысяч леев. При рождении второго ребенка 30 тысяч, а для третьего и далее по 50 тысяч леев. Но, как мы видим, ничего не изменилось. Больше суммы 3400 не выдаются. И я хотела бы обратиться к участникам диалога в центральной студии, господину Односталко. Что сегодня сделано за эти 1,5 года? И сколько мамочек получило хотя бы по 15 тысяч леев при рождении первого ребенка? Добрый день. Большое спасибо за приглашение. Ваш вопрос действительно актуален в свете того, что у нас на сегодняшний день государство не концентрируется на гражданине, государство концентрируется на том, где бы взять в долг денег, где бы взять больше в долг денег. И сегодня, к сожалению, хвастовство идет о том, что нам дают кредиты, а не то, что мы заботимся о людях. Это первое. Что касается обещаний партии социалистов, да, мы обещали комплексную социальную защиту, мы обещали пособия увеличить, мы обещали ввести так называемый материнский капитал, 5, 10 и 15 тысяч на каждого ребенка, родившегося и последующего. Мы обещали выровнять, значит, вот это неравенство в пересчете пенсии до 1999 года и после 1999 года. И еще много чего. На сегодняшний день, что касается пособий, о которых вы спросили, мы подготовили законопроект и зарегистрировали его в парламенте. По этому поводу на сегодняшний день эта власть, как и большинство инициатив, в том числе, я думаю, и мои коллеги, депутаты от партии коммунистов, блокируют через негативные авизы правительства, ссылаясь на отсутствие денег. При этом само правительство ничего хорошего не предлагает. Максимальное увеличение, которое было в этом году, это увеличение пособия для незастрахованных лиц на 100 леев. Чтобы вы понимали, это порядка 18 миллионов в год, то есть больше они найти не могли. Все остальные категории социальных получателей, они просто индексировались, они просто пополнялись, та разница между ценами, между ростом цен, между инфляцией, и на этом точка. На сегодняшний день партия социалистов зарегистрировала в парламенте ряд инициатив социальных. В первую очередь мы говорим о пересчете пенсии работающим точнее пенсионерам, чтобы у них была ежегодная пересчет пенсии с учетом каждого года проработанного. Это люди третьего возраста, они не так долго живут, поэтому на самом деле это только забота. Совместно с другими фракциями мы также выходили с инициативами о больших доплатах ветеранам Великой Отечественной войны, о доплатах чернобыльцам обязательно. На сегодняшний день мы вышли с инициативой о бесплатных учебниках для всех школьников, а не только 1-4 классы, как есть на сегодняшний день.
а остальные могут получать в зависимости от их бесплатные учебники, в зависимости от их состояния финансового. Это неправильно. Конституция говорит о бесплатном образовании, мы придерживаемся за это по этому поводу. Что касается той же Гагаузии, не хотим оставаться должным. Да, на сегодняшний день Ирина Федоровна поддерживалась партией социалистов, это правда. На сегодняшний день Ирина Федоровна в Гагаузии сделала довольно много. На сегодняшний день, и это факт, данной статистики, за прошлый год экспорт увеличился на 75%. Более того, в то время как центральные власти по республике очень недостаточно хорошо отнеслись к выплате пособий в зимний период года, в Гагаузии деньги были найдены, деньги были изысканы, сокращены расходы на концерты и прочие увеселительные мероприятия, в отличие от центральных властей, и эти деньги были выплачены. Более того, партия социалистов, как партия на сегодняшний день в многих селах Гагаузии выплачивает в школах так называемые депутатские стипендии. У нас депутаты закреплены, как в любой партии, за регионами и выплачивают эти стипендии. Это не секрет, например, село Ферапонтьевка Камбратского района, там это происходит. Я тоже хочу поприветствовать камбратчан и сказать, что в парламенте Республики Молдова при принятии решений люди руководствуются арифметикой, а не здравым смыслом. То есть вопросы о том, что сделано, было бы логично задавать сегодня не представителям оппозиции, коими являемся мы с коллегой Односталко, а представителям правящего большинства. Как раз той демократической партии, один из представителей которых сегодня наш собеседник в Камрате, и которая пришла в парламент Республики Молдова с 19 мандатами, а сегодня контролирует уже практически 58 мандатов. Мы говорим о том, что произошло в социальной сфере. Произошли ли изменения в социальной сфере? Произошли. После последней индексации пенсии 1 апреля более 90% пенсионеров получают пенсии менее 1000 леев. Сегодня средняя пенсия, которая составляет 1284 лея, покрывает всего 58% минимального прожиточного уровня. Сегодня очень велик разрыв между максимальной пенсией и минимальной пенсией. Если самая большая пенсия в Республике Молдова составляет около 30 тысяч леев, то минимальная пенсия в сельском хозяйстве, она самая низкая, составляет на сегодняшний день 844 лея. Вот об этом надо говорить. Надо говорить о том, что действительно впервые с 2001 года пособия по рождению первого и последующего детей не были увеличены. А с учетом инфляции, которая превысила 11%, покупательная способность этого пособия упала. То есть доход семей с малолетними детьми сегодня меньше. При том, что дети едят ровно столько же, на уход за детьми денег нужно столько же, и различных гигиенических средств, одежды, обуви, колясок и так далее нужно ровно столько же. Вот что происходит, и мне бы хотелось обратить внимание представителя Демократической партии на то, что не нужно перекладывать ответственность с органов центрального публичного управления на местные, на региональные. Примарии, районные советы и даже Башканат Гагаузии не занимаются социальной политикой. Согласно законодательству Республики Молдова, социальная политика – это прерогатива государства. И выплата пенсии производится из фонда социального страхования, который является составной частью государственного, а не местного и не регионального бюджета. Конечно же, мы понимаем, почему это происходит. Потому что на сегодняшний день миграция в Республике Молдова превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Более 1 200 000 граждан Республики Молдова работают и на Востоке, и на Западе, и в Европе, и в России, и в других странах мира. Меньшая часть из них работает легально и перечисляет налоги в Республику Молдова. И не со всеми государствами в настоящее время у Республики Молдова существуют двухсторонние договоры. На одного пенсионера сегодня в Республике Молдова приходится 1 работающий.
Вот почему насыщенность или обеспеченность пенсии очень мала, к огромному сожалению. И вот здесь нужно спрашивать с тех, кто обещал растить Молдову. Помните предвыборный лозунг Демократической партии? «Крежьте Молдова». Спасибо вам за ответы. И сейчас я хочу предложить результаты опроса людей, которые, как мы ранее уже говорили, терпеливо ждут, когда же улучшится жизнь в нашей стране. Итак, смотрим опрос. Парламентские выборы всегда ассоциируются у избирателей с шансом на лучшее будущее и благоприятные перемены. Жители Гагаузии с особенным вниманием относятся к выбору, ведь в парламент проходят и местные депутаты. Люди надеются, что они помогут в решении проблем автономии и будут способствовать улучшению ситуации. С проведения последних выборов прошло 2 года. Теперь можно уже подвести и некоторые итоги. Наша съемочная группа провела опрос с целью узнать мнение населения о качестве работы депутатов. Ну, трудно сказать об эффективности, но я знаю, что работают. Во всяком случае, видна их работа больше, чем раньше. У нас депутатами парламента Молдова Дудогло, потом, значит, Гагауз 2 и третий с Кангаза. Значит, конечно, сказывается работа депутатского корпуса, который работает в Кишиневе. Но дело в том, что гагаузские власти, они крайне инертны и не занимаются, так сказать, своими вопросами для решения гагаузских вопросов. У нас очень много проблем. У нас необоснованно, так сказать, не соблюдается закон о Гагауз-Ери в плане того, что неравные условия для всех кандидатов в депутаты Народного собрания. Конечно, есть изменения, больше улучшилось. Но все равно дороги, самое главное дороги в Камрате. Все. Дороги, делайте дороги. Люди платят пошлину, платят за налог за автомобиль, а дорог не ощущается. Так, чтобы следить за этим, я не слежу, поэтому так сразу сказать, на каком-то конкретном примере показать я не могу, поэтому не хочу обижать их. Мало ли вдруг они что-то действительно сделали, а я вот такой вот неглазастый и не увидел. Вот я приезжаю каждый год, но глобальных каких-то перемен в Камрате я не увидела. Но на самом деле так и есть. Ну, в крайней мере, значит, насколько я посвящен, да, они поднимают кое-какие вопросы насчет Гагаузии. И сказать, что вообще ничего не решается, это невозможно, потому что вообще это законодательный орган, и чтобы какой-то, скажем, какой-то закон нести, это надо добиваться, это нужно время, это надо, чтобы они понимали многие, зависит от очень многих, скажем, нюансов. Из опроса мы видим, что люди ожидают разрешения проблем в Гагаузии и надеются все же на улучшение жизни. Госпожа Карайван, скажите, вот вы верите в эти обещания партии? Как вы считаете, в течение оставшихся 2 лет могут ли молодые мамочки рассчитывать на такие пособия, которые были обещаны во время предвыборных агитаций? Вы знаете, очень хотелось бы надеяться, конечно. Но я выхожу из тех соображений, из тех реалий, которые мы сегодня имеем. И я хочу сказать вот что. Пока мы не увеличим количество рабочих мест в Гагаузии, пока мы не увеличим заработную плату населения, трудоспособное население, пока не пополнится бюджет государственного социального страхования, откуда все эти выплаты идут, я думаю, что тяжело будет исполнить те обещания, которые даны. Но, возможно, тенденции есть, позитив, конечно, есть, и надеюсь, что хоть как-то удастся нашим депутатам поднять. Вот кто должен всем этим заниматься? Все общество должно заниматься. Начиная от простого рабочего, который на сегодня вправе контролировать тот доход, который ему указывают в заработной плате,
и оплаты тех в конвертах, которые мы сегодня сплошь и рядом видим. Все это должно быть очень легализовано и очень цивилизованно, так говорить, чтобы пополнялся бюджет. Если в бюджете нет денег, соответственно, и выплачивать нечего. У нас действительно сегодня один работающий содержит одного пенсионера. Сегодня содержать на те взносы того же пенсионера с размером пенсии в 1000 лей очень проблематично. Вы сами знаете, что сегодня сплошь и рядом в предпринимательстве указывается зарплата не та, которая выплачивается на руки. Откуда взяться деньгам для выплаты таких пособий? Я очень хотела бы, конечно, чтобы эти суммы, прозвучавшие в эфире, воплотились в жизнь, так скажем. Но на сегодня это проблематично. Если мы со временем придем к тому, что у нас будет все это чистая зарплата, так скажем, то возможно и... Но люди-то верят в эти обещания предвыборные, возможно, по этой причине и голосуют за эти партии. Надеяться? Ну, может быть, парламентарии и надеялись на какие-то изменения в том законодательстве, которое мы сегодня имеем. Возможно, еще оставшиеся 2 года кое-что будет сделано в этом направлении. Я очень надеюсь, по крайней мере, на это. Спасибо. Господин Манол, по-вашему, как вы считаете, стало ли меньше бюрократии у нас в Камрате при открытии рабочих мест? У нас рабочих мест, во-первых, не открылось. Значит, они должны открываться. И было обещано, что будут открываться. Значит, хочу сказать еще, что вот этот популизм, то, что социалисты говорят, что 15 тысяч лей, 30 тысяч лей, они должны были конкретно решить. Вот мне рассказывают, что во многих парламентах и народных избранниках, если они то, что они обещали, не выполнили, к ним принимаются какие-то меры. Здесь то же самое должно быть. Они должны были найти, как, с кем продвинуть этот законопроект и решить. Это раз. Насчет то, что вот говорилось, что не выплачивалось. Значит, я хочу сказать, что когда были протесты зимние, и социалисты непосредственно с платформы, да, там участвовали, да, и они говорили, что все, в феврале не будет выдаваться пенсия и все остальное. Мы видим, что пенсия стабильно выплачивалась, и все понимают, что резко взлететь мы не можем, мы не птицы, есть реалии жизни, от которых мы исходим. Я думаю, что у нас перспективы хорошие, все у нас будет хорошо, потому что Демократическая партия – это именно та самая умеренная партия, которая старается дружить и с Западом, и с Востоком. А крайне радикальные партии, такие как социалисты или там либералы, это неприемлемо для нашей маленькой страны. Мы не можем участвовать в геополитике, понимаете, быть побитыми с 2 сторон или с одной стороны. Хорошо, вот вы конкретно как советник города, вот к вам в совет наверняка обращаются люди, когда хотят открывать эти рабочие места. Как советники их поддерживают? Значит, я вам скажу, или то, продлевают разрешение, скажем. Значит, власть... Со сменой власти, конечно, новое руководство при мэрии, оно немножко или не все до конца понимает. Был случай открытия 3, 4 или 5 рабочих мест, старая баня наша, да? Значит, женщина написала там еще в феврале месяце. На последнем совете 15 июня тогда я просто встал и выступил, сказал, что мы делаем? Надо доизучать. Какое доизучать? Надо дать решение, человек пускай работает. И со всеми вопросами. Надо это поменьше бюрократии. А у нас что? Надо доизучать. Да ничего не надо доизучать. Там все ясно. Вот и сегодня вы спрашиваете, почему на совете крики были. Потому что не до конца. Я думаю, что это выровняется, но время надо. А вот скажите, если вы сможете, конечно, ответить на такой вопрос, вот были в предвыборных программах партии, Демпартии, да, отмечалось, что за первые 3 года государство оплатит взносы в фонд социального страхования за каждого молодого работника, который приходят работать после университетов, я так понимаю. Вот что-то в этом плане в нашем регионе, что-то делается? Я не могу отметить. Не сможете? Не смогу ответить. Я не владею такой информацией, я в другой области работаю. Хорошо, тогда адресуем этот вопрос нашим парламентариям в Кишиневской студии. Прокомментируйте, пожалуйста, вот в предвыборных программах также отмечалась партия ДПМ, что за первые 3 года государство оплатит взносы в фонд социального страхования за каждого молодого работника, тем самым привлекая
привлекая молодых специалистов в сельскую местность особенно. Вот что-то делается в парламенте вот именно в этом плане, чтобы привлекать молодежь в сельскую местность? Очень хороший вопрос, и мы благодарим студию. Давайте вспомним, как было тогда, когда страной руководили коммунисты с 2001 по 2008 год. Молодой специалист, который обучался на бюджете, получал направление на работу в сельскую местность, получал единовременное выходное пособие, получал компенсацию в течение 3 лет на оплату коммунальных услуг и получал, кроме того, еще и пособие на протяжении 3 лет, 30 тысяч леев выпускник высшего учебного заведения, 24 тысячи леев выпускник среднего специального учебного заведения. Сегодня эта норма существует. Она не повышена, но она не применяется. Она не выплачивается по отношению к молодым специалистам, которые направляются на работу в сельскую местность. И, собственно говоря, много ли есть сегодня молодых специалистов, которые в сельскую местность хотят ехать работать? Молодые учителя, молодые врачи, молодые работники культуры и молодые работники социальной сферы. Я, конечно, понимаю, что сегодня очень хорошо перекладывать ответственность тех, которые находятся у власти, на тех, кто к этой власти хотел прийти. Но ведь у нас не такая короткая электоральная память. Мы можем сравнивать период, когда люди не только обещали, но конкретно реализовали и во многом превысили свои предвыборные программы, и в части повышения пенсий, которая при инфляции 7-8% годовых составляла, рост ее составлял от 15 до 22%, и с выплатой пособия по рождению детей, и с поддержкой молодых специалистов и так далее. Мне бы очень хотелось быть оптимистом, как госпожа представитель национальной кассы. Но из 3 лет, о которых говорилось в предвыборной программе Демократической партии, 1,5 года уже прошло. А пособие по рождению ребенка уменьшилось. Времени совсем нет. Ждать поддержки от Международного валютного фонда мы вряд ли ее дождемся. И если она будет, то она будет направлена не на инвестиции, не на повышение социального пакета. Она будет направлена на проедание, на выплату пенсий и заработных плат, потому что действительно новые рабочие места в нашей стране не создаются. Число безработных, если и не растет, то только по той причине, что люди массово выезжают за рубеж, либо не проходят перерегистрацию по истечении срока нахождения на учете в территориальных агентствах занятости населения. К большому сожалению, при действующей власти, уважаемые жители Камрата и другие наши телезрители, улучшений ждать неоткуда. И пока мы будем поддерживать эту власть, мы будем жить плохо и еще хуже. Коллегу депутата, согласен полностью, что перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, как минимум, нет смысла, это нелогично. Это первое. Что касается той же ответственности, представитель Демократической партии, который больше не защищает Демократическую партию и не рассказывает о том, что сделали его коллеги на центральном уровне, в городе Кишиневе, на уровне республики, он больше сейчас пытается нападки создавать в адрес оппозиции, в адрес партии социалистов. Мы понимаем, что это, так сказать, предвыборный забег, и те маленькие похвалы, которые делает господин Манолов, насколько я помню, это все-таки называется никак иным электоральной компенсацией. Когда пенсионерам, когда учителям дают маленькие подачки в 5, 7, 10%, и говорят, мы же вам повысили. Это неправда. Простой пример. В этом году индексация была 10%. По результатам этой индексации профессиональное правительство, которое возглавляет премьер-демократ, хотел бы напомнить вам, уважаемый представитель Демократической партии Камрата, Министерство социальной защиты, семьи и труда, которое возглавляет также ваш представитель госпожа Стелла Григораш, и которая до этого возглавляла также ваш представитель, нынешний министр здравоохранения госпожа Главан, провели индексацию, по результатам которой почти 40 тысяч пенсионеров стали получать пенсию и выплаты много меньше, чем они получали до этого. Вы знаете, когда говорят, что оппозиция непрофессиональна и оппозиция предлагает
проекты, предложения, инициативы, не зная, как их делать, я в таких случаях обычно говорю следующую поговорку, что не профессионалы построили Ноев ковчег, а профессионалы построили Титаник. Так вот, наше правительство — это правительство тех профессионалов, которые создают судьбу нашего государства, как Титаник. Фракция коммунистов в парламенте Республики Молдова зарегистрировала с начала нынешнего мандата около 100 инициатив. Примерно половина из них касается вопросов социальной защиты, социального обеспечения. На сегодняшний день принято парламентом 29 инициатив коммунистов. Все эти инициативы просчитаны. И если мы вернемся, я понимаю, что сегодня те кадры, которые вы нам демонстрируете, говорят и о проблеме дорог, о проблеме развития населенных пунктов. Это очень важно, и это беспокоит и волнует наших жителей. Но давайте все-таки вернемся к вопросам нашей сегодняшней передачи, к вопросам социальной защиты. Коллега Односталка привел пример с индексацией пенсий, в результате которой более 36 тысяч пенсионеров получили доход меньше, чем до индексации. Люди, за размер пенсии, который был менее 1500 леев, которые получали 180 леев, после индексации на 10% пенсия их превысила 1500 леев, и они остались без этой индексации 180 леев и фактически стали получать меньше. Фракция коммунистов еще в прошлом году предвидела такой вариант развития событий. И, кстати, в прошлом году эти изменения коснулись 22 тысяч граждан нашей страны, пенсионеров. И в прошлом году, 29 января, фракция коммунистов зарегистрировала законодательную инициативу о том, чтобы пенсия состояла из базового компонента 400 леев, и которая начислялась бы абсолютно для всех пенсионеров одинаково. И вторая составляющая — это уже пенсия, заработанная и исчисленная, исходя из страховых отчислений и из стажа работы того или иного пенсионера. К огромному сожалению, несмотря на положительное заключение правительства Габурича на данный законопроект, несмотря на то, что парламент поддержал его в первом чтении, во втором чтении этот законопроект так и не был принят, и 40 тысяч граждан, почти 40 тысяч граждан, они на сегодняшний день получают столько, сколько получали до индексации пенсии 1 апреля. И это только один из примеров так называемой социальной защиты государства о малообеспеченных гражданах. Спасибо вам за ответы, и подведем итог нашей дискуссии. В принципе, люди умеют ждать, и вместе с ними и мы. Но впереди еще 2 года. Вот скажите, очень коротко, если можно, что планируется за эти предстоящие 2 года сделать и чего людям ожидать? Если можно, вот участники Центральной студии, чтобы ответили коротко на эти вопросы. Постараемся быть короткими, но мы все-таки сегодня больше хотели бы говорить на примерах. Один из жителей Камрата говорил о том, что уплачиваются налоги на дороги. Мне очень интересно задать вопрос и представителю Демократической партии в студии, и представителю парламентского большинства вообще, почему в 2016 году, несмотря на то, что изначально правительством Габурича еще было заложено в закон о налогово-бюджетной политике норма, согласно которой налог на автомобили оставался бы в распоряжении органов местного публичного управления, чтобы та примария, на территории которой пользуются дорогами владельцы автотранспорта, могла получать от этих владельцев автотранспорта определенную часть налогов на развитие этих дорог. Почему в окончательном варианте этой политики это изменение так и не нашло своего отражения? В прошлом году, уважаемые владельцы автотранспортных средств, 1,5 миллиарда леев из дорожного фонда было направлено на выплату пенсии, потому что государство не может выдерживать свои обязательства перед теми людьми, которые построили эту страну, перед людьми с особенными возможностями, я имею в виду инвалидов, и перед малообеспеченными семьями, перед многодетными семьями и семьями с детьми. Позиция партии коммунистов Республики Молдова: с нынешней властью улучшений ждать не приходится.
И какие бы реформы они не готовили, а готовят они сегодня и повышение пенсионного ценза, это значит повышение периода выхода на пенсию, и административно-территориальную реформу, это значит укрупнение примирий. Ни одна из этих реформ, ни одно из этих изменений не обернется ничем лучшим для конкретного человека. Власть надо менять. Постараюсь тоже несколько слов сказать, не особо занимая время. Коллега депутат очень правильно сказала, что нужно рассуждать и смотреть, что касается примеров, и только анализировать все вещи по делам, по примерам. Я не сторонник того, чтобы возвращаться в прошлое, но то, что мы можем сделать, то, что может сделать наша партия, партия социалистов, будучи в управлении страной, это бесспорно. И тому примеры есть. Во времена правительства Гречаны, которое было относительно недолгим, все помнят, как выплачивались системно и системно увеличивались все виды пособий, как заработная плата, да, потихоньку, но росла, развитие инфраструктуры было, те же дороги были очень даже неплохие. Что касается Гагаузии, вы прекрасно помните 2008 год, когда была построена трасса на республиканские деньги, Чемишлия-Камрат. Эта трасса до сих пор работает, эта дорога до сих пор функционирует, и там она не нуждается в ремонте, в отличие от тех дорог, которые сегодня строит власть. Достаточно город Кишинев посмотреть, которые через 2 месяца просто-напросто вскрываются и текут. Это к сожалению. Мы будем продолжать настаивать на реализации всех наших социальных инициатив. Это ветераны, это студенты, это материнский капитал очень важный и забота о семье в целом, о молодых мамах, которые сегодня получают, если она не застрахована, 440 лей, и у нее нет возможности трудоустроиться на работу, потому что ребенка она может отдать в детский садик только к 3-летнему возрасту. Мы разработаем и уже разработали законопроект, согласно которому можно будет с 2 лет отдавать ребенка в детский сад, потому что если государство, если власть, точнее, государство у нас хорошее, а власть у нас никудышная, не может обеспечить молодых мам достойным пособием на содержание ребенка, то родители вынуждены сами идти и работать. Мы обеспечим работой, будем стараться обеспечить работой молодых специалистов, будем работать по той практике, которая была успешной, и дополнять ее лучшими вариантами, потому что, правильно сказала коллега, депутат Бондаренко, на сегодняшний день из 1 200 000 людей, граждан наших, которые покинули страну, больше 500 000 — это люди молодого возраста. Это люди в возрасте от 18 до 30 лет. То есть самая работоспособная на сегодняшний день и квалифицированная, и подготовленная категория населения, она детородного возраста, да, она отсутствует на сегодняшний день. На сегодняшний день, что касается рождаемости, у нас всего-то 36 000 в год рождается. Против 2000-х годов, когда у нас рождение было 42-43 тысячи. Смертность на сегодня превалирует. Поэтому мы просто обязаны сделать лучше, и мы это сделаем. Благо примеры были, благо результаты были, и все их помните. То, что некоторые говорят, в том числе и в студии в регионе, я имею в виду господина представителя правящей партии, партии власти, что нет куда взять деньги, так, друзья, верните, пожалуйста, 1 миллиард евро, верните эти миллиарды леев, которые вы украли, и оттуда можно повышать пособия. Спасибо большое. Огромное за информацию, спасибо вам за короткий ответ. Мы постараемся тоже очень коротко подвести итог нашей дискуссии. И адресован был вопрос вам, да? Да, я хочу сказать пару слов коллеге из партии социалистов. Значит, только очень коротко, потому что у нас да, очень коротко. Очень мало. Значит, не раз в соцсетях читал, что первые 600 миллионов лей было взято мужем Гречаны, которые они так ее, это самое, боготворят. Значит, еще одну хочу сказать, партия коммунистов. Значит, партия коммунистов находилась у власти в то время, когда шел общемировой подъем экономики. А сейчас мы находимся в общемировом спаде. Когда коммунисты были у власти, Воронин был у власти, не было войны на Украине. Вы посмотрите, как в Приднестровье жили. Вы сравните уровень, насколько соцпакет упал у нас в Приднестровье и в России. Коротко, что людям ожидать? Людям ожидать только лучше, чтобы у нас был мир, и все у нас будет хорошо. А будет? То, что будет мир, когда я уверен. Это время придет лучше жизни? Лучше, а вы посмотрите ролики и поговорите с бабушками, как они жили до нас. Да? И сейчас, если мы плохо живем, кто-то ложится голодный или встает голодный, или это в резиновых сапогах ходит, или еще что-то. Нет этого, просто есть общее нагнетание обстановки, понимаете, именно нагнетание обстановки в умах людей. Я так считаю. Госпожа Караивановна, вы как считаете, будем жить лучше?
Я оптимист в этом отношении, поэтому думаю, что мы должны жить лучше, мы обязаны просто. И хотелось бы пожелать нашим депутатам, чтобы в принятии каких-либо нормативных актов очень аккуратно и очень внимательно относиться к тем законам, которые мы принимаем в отношении социальной защиты наших малоимущих семей, потому что им и так тяжело в нынешнее время, поэтому необходимо немножко более внимательнее и чувство поддержки они должны чувствовать от нас. Я вот не успела вам задать еще один вопрос, но мне бы очень хотелось, чтобы вы ответили. Вот в средствах массовой информации было опубликовано, что с 27 по 30 апреля 2015 года состоялись переговоры Турции и Молдовы о выплате пенсий наших граждан, которые легально проживают в Турции. Подписано ли это соглашение? Вот что в этом плане делается реально, потому что этой информации как бы дальше нет. Вы знаете, на сегодня это всего лишь желание, но договора еще как такового нет в этом плане, поэтому будем надеяться, что оно когда-то будет. Я, насколько знаю, люди, которые получили гражданство в Турции, если они дошли до пенсионного возраста, если у них отработанное время, сколько там положено лет, они получают пенсию здесь. Ну что ж, хорошо. Спасибо вам огромное за ваши ответы. Американский иллюзионист Гарри Гудини был известен тем, что мог спрятать слона на глазах у изумленной публики, виртуозно отвлекая внимание. Что-то похожее происходит и у нас после выборов. Политикам удается виртуозно отвлекать внимание простых граждан от их обещаний. Вы смотрели передачу «В центре внимания». До встречи в эфире и терпения всем нам.